Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Досуев Шербек, я консультант проекта улучшения услуг на местном уровне. Сегодняшняя наша тема – это бюджет, ориентированный на результат. Давайте сначала расскажем о понятии бюджета. Бюджет – это финансовый план определенного субъекта, семьи, организации, государства, установленное на определенный срок времени. Обычно это на 1 год. Что такое бюджет, ориентированный на результат? Это специфический процесс построения бюджетного процесса организации, в котором расходы формируются не за счет плановых расчетов или необходимостей, а в зависимости от цели расходов и предполагаемого результата этого процесса. Бюджет состоит из 2 частей – доходы и расходов. Доходы – это все поступающие денежные материальные средства, соответствующий бюджет в наличной и безналичной форме. Расходы являются денежные средства, которые направляются для покрытия социальных и экономических обязательств. Текущая ситуация. Сейчас многие муниципальные предприятия финансируются по сметному принципу. Что это означает? Они работают как муниципальные учреждения. Это связано из-за того, что многие руководители муниципальных предприятий, бухгалтеры и сами учредители этих муниципальных предприятий не задумываются о том, что, то есть не отличают учреждение от предприятия. А что такое учреждение? Это организация, которая исполняет функции своего учредителя. А предприятие – это коммерческая организация, которая ставит своей целью извлечение прибыли. Поэтому многие предприятия, которые финансируются по сметному принципу, к сожалению, у них нет прибыли, у них нет мотивации, у них слабое, как сказать, оказание услуг. Поэтому многие муниципальные предприятия находятся на грани банкротства. А как должно быть? Идеальным решением для муниципальных предприятий является у них создание, разработка производственной программы, утверждение и работа с экономически обоснованными тарифами, четкое понимание того, какие услуги будут они оказывать. И все это в купе составляет сам бюджет, ориентированный на результат. То есть предприятие будет работать для извлечения прибыли, что само собой будет, разумеется, является его главной целью. Поэтому у предприятия, которые работают по этому принципу, у них больше мотивации. Сколько работал, столько и заработал. Здесь вы видите, какие отличия являются между постатейным бюджетированием и БОРом, так сокращенно можно сказать, бюджет ориентирован на результат. В постатейном бюджетировании бюджет является калькой, как бы проиндексированной калькой прошлого года с некоторыми изменениями каких-то расходов. Система БОР все построено на ожидаемом результате и ресурсов, которые необходимы для достижения этого результата. Если взять временный горизонт, то обычный бюджет, который постатейный, он всего лишь направлен или установлен на 1 год. При БОРе бюджетный горизонт более широкий. Обычно он устанавливается на 2-3 года. С учетом прибыли, с учетом каких целей, которые в нем заложены. В постатейном бюджетировании, как вы видите, деньги в рамках бюджета неподвижны. То есть у них нет возможности перераспределять какие-то ресурсы. И даже сами механизмы при этих перераспределении очень сложны и бюрократичны. При БОР
полная свобода распределения ресурсов в рамках целей и получения достижения этого результата. При постатейном бюджетировании остатки бюджета они останавливаются, то есть остаются. В понимании бюджетополучателя они возвращаются иногда в центральный орган. А тут у них отсутствует экономия средств, мотивация экономии средств за счет их в дальнейшем использования. При БОР долгосрочные лимиты бюджетирования позволяют использовать деньги не планово, а эффективно. И только если есть такая необходимость использования этих средств. При постатейном бюджетировании финансирование распределяется только по статейным расходам. При БОР деньги, средства бюджета распределяются по проектам, целям и программам, имеющие метрики результативности. Контроль при постатейном бюджетировании всегда начинается сверху вниз. Бюджет контролируется вышестоящими органами. При БОР контроль осуществляется при использовании финансового аудита. Звенья бюджетной цепи наделяются свободой действий, то есть контролируется не расход, а полученный конечный результат. При постатейном бюджетировании полномочия бюджетополучателей крайне ограничены. При этом при БОРе полномочия бюджетополучателей расширены. При постатейном бюджетировании оргструктура подчинена необходимости исполнять утвержденный бюджет, то есть даются какие-то рамки определенные, за которые нельзя выходить. При БОР таких рамок ограничений нет. Она формируется от цели обеспечения результата, то есть она работает на эффективность. Она нацелена на эффективность и достижение результата. При постатейном бюджетировании также ограничены права распорядителей. Они не могут действовать в рамках повышения эффективности своей работы. При БОР есть большая свобода действий в совокупности с системой поощрений за эффективную работу и ответственность за отсутствие каких-то достижения целей, ложных целей. Как вы видите, здесь в таблице вы можете увидеть, как выглядит сам БОР и какие статьи затрат туда входят. А этот пример бюджета, который был уже утвержден, по которому работает муниципальное предприятие «Водоканал» в городе Балахчи. Также БОР является продолжением технологической карты, можно сказать. Что такое технологическая карта? Это стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющий технологический процесс или техническое обслуживание проекта. Технологические карты разрабатываются в случае высокой сложности выполняемых операций, наличия спорных элементов в операциях, необходимости определения трудозатрат на эксплуатацию объекта. Технологическая карта составляется организацией самостоятельно и утверждается руководителем этой организации при согласовании с учредителем. Ниже вы можете ознакомиться с технологической картой муниципального предприятия Масы Тазалык. Для составления технологической карты нам нужны исходные данные. Это количественном выражении. Например, вот вы можете видеть, что площадь, за основу мы взяли парк в селе Масы. Площадь парка составляет 3 гектара. Какие виды работ туда необходимы? Первое – это санитарная очистка дорог, тротуаров, вывоз мусора с этой территории, освещение светильниками, санитарная вырубка зеленых насаждений, полив
этих зеленых насаждений и покраска, ремонт парковых малых форм, скамеек и так далее. Теперь последовательность составления технологической карты. Первая технологическая карта мы составляем по заработной плате, то есть единицу, количество времени работы, стоимость этих работ на определенную объем работ. Здесь вы можете видеть, какие именно виды работ туда вошли. И по этой технологической карте мы видим зарплату. Вторая технологическая карта составлена по материалам, то есть какие виды материалов необходимы для выполнения этих работ. Третья технологическая карта – это транспортные расходы, которые необходимы для этих вышеуказанных работ. И четвертая технологическая карта составляется по общехозяйственным и административным затратам. Все это суммируем, мы получаем какую-то сумму средств, необходимую для поддержания парка или других объектов в надлежащем состоянии. По технологическим картам Айлюк Мөтү или мэрии могут получать или передавать муниципальный заказ муниципальным предприятиям или частным организациям. Еще хотел отметить, что составление бора невозможен без правильного калькулирования затрат и экономически обоснованных тарифов. Кроме этого, правильно поставленной производственной программы. Без этих последовательностей действий создать хороший бор не получится. Поэтому сначала муниципальному предприятию, чтобы достичь или перейти на бор, нужно выполнить эти действия. Выполнение этих действий показано в предыдущем видеоуроке. На этом мы заканчиваем этот видеоурок. Если у вас есть какие-нибудь замечания, вопросы, предложения, можете ознакомиться или направить на адреса, которые вы видите. Спасибо.